В Алеппо наш полевой госпиталь попал под обстрел, есть погибшие и раненые. Наш политический обозреватель Алексей Балашов расскажет самые свежие подробности. Алексей, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер. Российский полевой госпиталь в западном Алеппо подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков. Полностью выгорели 3 комнаты. Убита русская женщина-врач и ранены 2 медсестры, а также местные жители. Алеппские крысы, так называют боевиков, засевших в восточных кварталах, имели точные координаты медицинского центра и, чувствуя свой конец, они уже второй день ведут обстрел жилых кварталов, больниц и центров раздачи гуманитарной помощи. Журналистка Russia Today Лизи Филлан сняла кадры обстрелов на видео и выложила их в Твиттер. Напомню, что это было 9 ударов ракетами «Град». Это было 9 ударов ракетами «Град». Тем временем сирийская армия продолжает наступление в восточных кварталах. Атака началась в субботу утром сразу в 2 направлениях. С юга в районе Шейх-Саид, а также на востоке в районе международного аэропорта. Квартал Тарик-Аль-Баб. Джихадисты стянули все силы на юг и смогли на непродолжительное время отбить добровольцев Хизбаллы и иракского отряда Харакат ат-Нуджаба на юг. Сейчас там идут бои. Однако, пока боевики сосредоточились на южном направлении, сирийский спецназ срезал восточный угол котла и практически дошел до центра города. Они закрепились здесь, спецназ «Тигры» закрепились в офтальмологическом центре. До гарнизона цитадели, которая находится фактически в полублокаде, остается всего километр. Как вы видите, в районе старого города образуется небольшой котелок. Здесь засели в основном фанатики-иностранцы, и над многими зданиями развиваются флаги ИГИЛ. Также бои завязались в районе Бустан-Аль-Каср, на самом западном фасе этого котла. Здесь оборона исламистов особенно крепкая. Однако, чтобы сдержать правительственные силы, боевики все равно снимают людей с других участков фронта. Положение террористов становится все хуже, им все сложнее удерживать мирное население и своих бойцов. Тают припасы, боеприпасы, медикаменты. В осажденной части террористы Ан-Нусры разоружили 150 боевиков, заподозрив их в желании сдаться правительственным войскам. А правительственные силы давят психологически. В течение дня, особенно с 6 утра, включают государственный гимн страны и патриотические песни. Также авиация разбрасывает листовки с призывом капитулировать. Вот одна из них. Здесь написано «Прочитайте и повторите». Я так понимаю, это для тех, кто читать не умеет. Это ваш последний шанс. Спасите себя. А дальше примерно так. Это ваша последняя надежда. Берите свои вещи и уходите по коридору. Вас все бросили, надежды нет. Принимайте решение быстрее. Вот так просто и без затей. Плен или смерть. Но пока сирийская армия выдавливает боевиков в Алеппо, в Нью-Йорке снова пытаются через ООН пропихнуть очередное прекращение огня. Параллельно с резолюциями ООН, которые представили Катар, Турция и Саудовская Аравия с одной стороны, и Египет, Новая Зеландия и Испания с другой стороны, Джон Керри предложил Сергею Лаврову обсудить перемирие в Алеппо и вывод боевиков из города. Снова начались бесконечные разговоры об отделении умеренных террористов от неумеренных и просьбы американцев надавить на сирийское руководство и прекратить наступление, якобы для спасения мирных жителей. Россия уже несколько раз попадалась на эту удочку в этом самом же Алеппо. Естественно, отделить боевиков Ан-Нусра от других террористов не удастся, никто по коридорам не выйдет. Зато у джихадистов появится время подготовиться к обороне и полностью заминировать свои позиции, чтобы в крайнем случае
взорвать себя вместе с мирными жителями и армией. Так что если кто-то хочет действительно спасти оставшихся в заложниках у террористов мирных жителей, пусть отправляют гуманитарную помощь в Сирию для тех, кого уже спасли, и не мешают работе сирийских и российских военных. Алексей, благодарю вас. Это был доклад нашего политического обозревателя Алексея Балашова. Вячеслав Николаевич, неужели опять нам подсовывают ту же самую наживку с перемирием? Я бы сказал, пытаются подсунуть. Потому что если прочитать сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел России, там четко дано понять и американцам, и Джону Керри, и тем людям, которые вносят разного рода резолюции, а там резолюция европейских стран, американцы пытаются навязать нам новый проект резолюции, 10-дневное перемирие для того, чтобы ребята, как говорится, с той стороны подумали, можно ли, не можно ли сдаваться. На что наше Министерство иностранных дел четко зафиксировало эту попытку как шаг к тому, чтобы дать им возможность переформировать свои ряды, чтобы осмыслить всю ситуацию и дать бой сирийской армии. Я думаю, что этот номер уже не проходит, ибо ответ нашего МИДа жесткий, а это значит российское руководство, это через устами МИДа глаголит. Никаких шансов на прекращение боев нет. Потому что сегодня уже, когда Джон Керри, когда Оланд и французы и немцы вносят свои предложения в Совет Безопасности, когда они мобилизуют и арабские страны, и Турцию с инициативой вбросить эту тему, ситуацию в Алеппо, на Генеральную Ассамблею в качестве предмета для обсуждения, все это говорит о том, что они понимают безысходность этой ситуации. Выход один. Пройдет еще достаточно немного времени, и Алеппо будет под контролем полностью сирийских властей. И тогда разговор с сирийской властью и с оппозицией будет на совершенно другой основе. Ибо сегодня вот то, что борьба идет за каждые 5 земли в Алеппо, это практически... Вот, мне кажется, это борьба за то кресло, которое будет занимать те или иные политические силы в ходе политического регулирования. Которое уже неминуемо. Которое неминуемо. Но политического регулирования уже не на той основе, которую требовали оппозиционные группировки. То есть никакого Башара Асада, что должна быть исламское законодательство на основе шариата в этом государстве. Это уже даже подниматься не будет. То есть речь идет о совершенно иных основах урегулирования. Им предлагалось обсудить все вопросы без войны. Отказались, результат для них негативный. Я думаю, что в конечном итоге здесь на политическую арену сегодня выходят не столько эти группировки в Восточном Алеппо, сколько вошедшая на плечах турецкой армии на территории Сирии свободная сирийская армия. Если ее раньше практически не было ни видно, ни слышно, только иногда в лентах новостных мелькало это, так сказать, название, то сегодня уже при поддержке турецкой армии сегодня уже эта проблема выносится как политическая на будущие переговоры, что они контролируют часть территории, поэтому не имеют права голоса. Ну, я думаю, что здесь решаемые все проблемы. И победа в Алеппо близка, на мой взгляд, чтобы не сглазить. Но я думаю, что это еще будет длительный период какой-то, потому что я вижу, что сирийская армия не хочет кровопролития ненужного. Я вижу, что и наши бомбардировки пытаются избежать городских кварталов. Хотя обвинение в любом варианте будет, безусловно. Конечно. Но я думаю, что с минимальными жертвами среди мирного населения сирийский спецназ и помогающая ему бригада Кудс палестинская и ряд других, там Хизбалла помогает. Все эти отряды совместно все-таки, я думаю, решат эту проблему, ибо в рядах этих оппозиционеров паника, безусловно. Журналисты очень любят штампы, и не обошли, конечно же, коллеги стороной и Алеппо, его называют Сталинградом. Действительно, это Сталинград данной кампании?
Ну, я бы не стал сравнивать со Сталинградом. Почему? Потому что все-таки для нас Сталинград – это нечто святое. Вот. Там в целом вопросы у меня лично возникают такого порядка. Если в 2012 году, в 2012 году Алеппо так легко попал в руки этих бандитов, то почему так легко сдали и почему с таким трудом возвращают все обратно? Конечно, я думаю, что и количество жертв там, и разрушения намного меньше, чем это изображает мировая пресса. Потому что они заинтересованы очернить российские вооруженные силы, сирийскую армию, преподнести это таким образом, что сирийцы сражаются с наемниками из Ирана, из Хизбаллы, из России, кстати, упоминают, что там нет сирийцев вообще. То есть ведет война сирийского народа с пришельцами, инопланетянами. Хотя на самом деле все с точностью да наоборот. А все точностью да наоборот. Но дело-то в том, что арабские телеканалы, их около 50, как один трубят именно эту версию. Это промывание мозгов населения в арабских странах. Но уже скрывать правду становится все труднее и труднее. Я думаю, что паника идет и в политических кругах Запада. Отсюда нервозность американцев с предложением в Совете Безопасности с 10-дневным требованием перерыва, и европейские страны, и ряд арабских государств, которые вложили миллиарды в поддержку этих... И теперь все. А теперь результат лопнули нулевой. денежки. И денег нет, и престиж в арабском мире будет